Марина Лихошевск, арии из Сильвы, из оперетты «Сильва». Тому, что и выступление Гладкова, я думаю, всем это ведомо, потому что сегодняшняя импреза, сегодняшняя выставка, присвяченная юбилею Иосифа Григорьевича Лампарта, нашего сусветно відомого архітектора, якраз ми вирішили таким музичним зробити прологом. Будь ласка, зараз виконання Марини Лихошевск так само прозвучить «Адіти поцілунок». Для нас була принципова позиція зробити эту выставку, присвяченную Лампарту Иосифу Григорьевичу, имя якого далеко ведомо за межами, не только в Беларуси. Это имя сусветное, это помники мастацтва, архитектуры, которые покинули нас, это, безумовно, великая спадщина. И я зараз хотел бы, по-перше, подякувати всіх наших колег, які дали нам твори Иосифа Григорьевича. Это из Великого театра оперы и балета, это из Державного архива науково-технічної документации и Комитета градобудовничего города Минска. И, конечно, основную часть привезли наши коллеги из Санкт-Петербурга. И эта выставка, на мой погляд, она має історичне значення. Кабы дать данину поваги этому сусветно відомому архітектору. Але ми його хочемо показати сьогодні в нашому музеї як мастака. Александр Владимирович, дорогие, ну как вас назвать, родственники, но я вам скажу, вот я пришел сюда и вот с того куска, правда, я стоял возле женщины, но оторвался, подошел к вам и сразу повел в тепло. Вот что значит тепло. Тепло человека, который дал красоту нашему Минску, который дал, я бы сказал, дыхание. И не только Минску, и Киев, Питер, другие города, но его любовь к Минску определялась и нам бумерангом любви к этому человеку. Дорогие друзья, самое главное, чтобы сегодня не приехал кто-нибудь, не посмотрел подзорную трубу над Минском и не придумал на месте дома правительства поставить, например, какую-нибудь башню. Это самое главное. Дорогие друзья, но в чем сила Лампарта даже не в том, что он сделал и сколько ставил. Вы знаете, самая сила в нем человеческая.
Это был человек широкого профиля. И архитектор, и художник, и философ. Он подражал и дружил с Бродским, он дружил с другими людьми. Вы посмотрите, казалось бы, дом правительства взял как давно, но сколько в нем современности, сколько в нем таланта, сколько в нем не цветы крада, а сколько в нем вообще земного духа архитектора. Вы знаете, тут стоят очень много моих друзей, которые нам пришлось как бы соприкоснуться с ним. Мы его не потрогали, мы его не увидели, но он где-то был рядом с нами. Поэтому я только пожелаю молодежи одно, что молодежь наша архитектурная каким-то образом не проходила мимо его объекта, каким-то образом обнимала его объекты глазами, руками, телом, душой, сердцем. К сожалению, ушли уже наши учителя, которые учили нас и которые соприкасались с ломбардом. И они много рассказывают всяких интересных вещей, но на первый такой взгляд, такое его выражение, когда смотрели на совете Дом правительства проект, его обвинили, что ж ты, уважаемый ломбард, делаешь кресты на окнах. Пройдете мимо, посмотрите. И этот человек ответил просто: а вы что, черти, что крестов боитесь? Нормально все. Он не убрал переплет окон, так и остались. Я хочу вам сказать спасибо, хотя я понимаю, что дай Бог, когда тепло через родственников распространялось дальше и дальше, долго и долго. И нам спасибо, что мы любим ломбарда, и что он всегда, я так не буду говорить громкими словами, рядом с нами, но он таки рядом с нами. Спасибо. Спасибо. Уважаемые участники торжественного открытия выставки, для архитектурной общественности это большое, красивое событие. Мы практически уверены, что выставка будет пользоваться очень большим интересом, поскольку из разных концов Минска я сегодня слышал желание молодых через осознание класть на бумагу и потом видеть, как это воплощается в жизни. Это действительно такой сложный процесс. Мы видим разницу между эскизами, рисунками, были очень точно воплощены в жизнь. С вами, то есть о своих потомках. Но будете это видеть. То, что привезли с Ленинграда, с Санкт-Петербурга, я хочу этим людям сказать большое спасибо за то, что они это сохранили все. И привезли их к нам для того, чтобы мы увидели, что архитектор ломбард не только архитектор. Вам, всем собравшимся здесь, на этот знаменательный день, хочу смерти Иосифа Григорьевича, его жена Ольга Гавриловна написал письмо в наш Белорусский союз архитекторов с просьбой приехать в Ленинград тогда и отобрать работы Иосифа Григорьевича, которые важны для Беларуси. К сожалению, на этот призыв никто из наших руководящих сотрудников, будем так говорить, ни Союза архитекторов, ни Совмина не отозвался. А в 1978 году к нам в архив пришел Анатолий Александрович Койлов, и он принес негативы работ ломбарда. То есть он смог уже с Ольгой Григорьевной чуть раньше, когда писал свою книгу, смог снять вот его работы на пленку, написать книгу, и материал, сохранившийся, принес к нам в архив. Это были негативы так называемых мыслей вслух. Это архитектурных фантазий Иосифа Григорьевича, его мемориальных памятников, которые он делал вместе с Манизером, его зданий, которые он строил не только у нас в городе, но и на Украине и в Ленинграде. Украине и в Ленинграде. Вот отсюда, с 1978 года, фактически и начинался сбор документов Иосифа Григорьевича.
И мы можем сейчас похвастаться, что у нас сейчас свыше 500 документов Иосифа Григорьевича хранятся в архиве. И когда некоторые СМИ, я прошу вас, господа товарищи журналисты, не смотреть в интернет по разным поводам и не списывать оттуда ложные сведения. Так вот, знайте, что архив Лангбарда хранится в Музее истории города Санкт-Петербурга, куда его в 1967 году передала сама Ольга Гаврилова, в семье родственников Лангбарда, вот которые к нам привезли сейчас, чтобы мы увидели его работы, и в Белорусском государственном архиве научно-технической документации. Это свыше у нас свыше 500 документов Лангбарда. И среди них подлинные есть документы, конечно, копийные документы, его личные документы, которые нам в архив передали Светлана Сергеевна и Константин Юрьевич. И большое им за это спасибо, потому что они значительно пополнили коллекцию документов Лангбарда. Это его проекты театра, оперы и балета, по которым делалась реконструкция театра. Вот то, что мы сейчас с вами видим. Это его письма Пантелеймону Пономаренко, это его письма военных лет в Союз архитекторов Беларуси. И каждое письмо, которое он писал в 1942-1943 году, вот те старшее поколение, они знают, что это за период, 1942-1943 год. А Лангбард в это время писал в Союз архитекторов, что он работает над памятниками бойцам Советской Красной Армии на тот период, которые будут поставлены в Минске и на местах боевых сражений Республики Беларусь. А в письме к Пантелеймону Пономаренко он писал о том, что он гордится, что в 1937 году в Париже на Всемирной выставке науки и архитектуры ему за архитектуру Беларуси присудили гран-при. Поэтому для нас с вами Лангбард это, в общем-то, его документы должны быть святыми, потому что во всей своей жизни он интересовался архитектурой Беларуси и считал себя, в принципе, белорусом. Вот еще один момент, чтобы вы просто знали, вот здесь есть руководящие, будем говорить, чиновники нашего города. И я хочу обратиться и к архитекторам нашим, и к тем, кто занимается административной работой. В 1951 году, в январе месяце, через несколько дней после смерти Лангбарда, ленинградские архитекторы пишут ходатайство в Белорусский союз архитекторов и Совет министров нашей республики с просьбой увековечить память Лангбарда как человека, как архитектора, который много сделал для архитектуры Беларуси. Кто-нибудь может из вас сказать, как мы его увековечим? Вот сейчас. В 2008 году мы, архивисты, сделали выставку. Вот первую выставку у нас она проходила в исторической мастерской, чтобы познакомить общественность города с работами Лангбарда. Сейчас, вот, благодаря его родственникам, которые смогли привести его работы, которые нигде не выставлялись у нас в республике, которые мы с вами не видели никогда, вот хотят познакомить нас с этими работами. А чем мы ответили на 130-летие со дня рождения Лангбарда? Вот поэтому я хочу, чтобы хотя бы на его основных зданиях, которые построены не только у нас в городе, но и в Могилеве, были установлены мемориальные памятные доски. И там обязательно был указан год создания этого здания и автор заслуженных деятелей искусств Иосиф Григорьевич Лангбард. Это, вот такая направленность для некоторых товарищей, которые могут это сделать. Имя Иосифа Лангбарда заслуговує тому що він зробив один стойкий, и причем уникальные творы. Я когда писал кандидатскую диссертацию, випадково знайшов эту папку архітектурної фантазії. Приклад гармонічного единства архітектора і скульптора
Манезера Ивановна до Муратова. Это уникально. Кто бы як не относился до Ленина, так, все говорят, что вот это повинно быть, это узор единства восточных мастацтв. Поэтому и выставка вот это хоть с празднением, но мы вельми вдячні, що менавіта у нас в музеї ми зробили з допомогою наших колег. Я зараз з великим задоволеннем хочу дати слово Светлане Сергеевне вам. Прежде всего, я хочу поблагодарить за радушный прием дирекцию Национального художественного музея, лично Владимира Ивановича. Большую помощь оказала нам Галина Ивановна, сотрудники музея, Валентина Владимировна, которая организовывала выставку, курировала ее. Что огромное спасибо за все. И при участии Владимира Ивановича мы даже смогли попасть в Национальный оперный театр. В Минске я впервые попали попали в центральную ложу. И впервые я в театре. Театр меня, конечно, поразил. Я помню, что в детстве я единственная из всех проектов в мастерской Иосифа Григорьевича видела как раз интерьер театра, который он разрисовывал сам. Меня поразил тогда цвет. Это был такой бак темно-красный. И вот он как раз сейчас в театре присутствует. Человек, который помнит в Санкт-Петербурге Иосифа Григорьевича Жилова. Помню я его с 1944 года. Когда началась война, мы с мамой бежали из Петергофа, куда наступали немцы, и на барже в Петербург, тогда Ленинград, эвакуировали женщин с детьми и ранеными. Баржа, которая сейчас идет примерно за 45 минут из Петергофа до Ленинграда, тогда шла 4 часа. Немцы обстреливали баржу с бреющего полета. И как мне мама рассказывала, что она никак не думала, что мы доплывем до Ленинграда. Она привязала меня к себе, она хорошо плавала. И говорит, если уж будем, и положила в карман записку. Если будем тонуть, то я буду. Вот мы добрались до Ленинграда. Жилья у нас не было с архитектором, была только. Затем, когда в феврале 1942 года Иосиф Григорьевич Гавриловна заболели, была блокада Ленинграда, которая продолжалась 3 года. Это было страшное время. Это был голод, холод. В Ваге стояла колонка. И эта колонка отапливалась. Ну, то, что были книги, вешалки, потому что дрожжи тоже не было. И вот они заболели. Иосиф Григорьевич уже не мог ходить, и тогда преподаватели и студентов Академии художеств эвакуировали в город Ярославль. Причем дорога шла, была непростая. Они пешком дошли до Финляндского вокзала. Там их погрузили в поезд. Ярославль тоже был месяц. Там художники, преподаватели связались через Ярославский художественный совет с художниками и выполняли работы по заказам организации. То есть делали проекты, рисовали. И то, что они получали, аппликацию Павла Ивановны, что он просил даже прислать какую-нибудь бумагу, чтобы вот он мог платить свои проекты. Продукты в обмен на том, что из Минска ушли немцы, он сразу же написал Новаренко, что он бы хотел вернуться и видеть город. И там я прожила у них около 2 месяцев. Осенью 1944 года все преподаватели и студенты Академии вернулись в Санкт-Петербург. И Иосиф Григорьевич сразу же погрузился в работу, поехал в командировку в Минск. Я не сказала о том, что даже будучи в оккупации, они все очень дружно жили. Он очень любил своих друзей, всегда помогал, чем мог. Отмечали, как могли, дни рождения, дни Новый год. И всегда считали архитектор Никольский, архитектор Туркутский. Они часто навещали Иосифа Григорьевича, и за столом всегда
широкого кругозора, рассказывал очень много историй о архитектуре, о Вавилонской башне. И всегда было очень весело. Последние мы очень часто с мамой посещали Кировский проспект, где жили ломбарды. Я очень любила к ним приходить, потому что мы жили в центре города, в огромной коммунальной квартире. Было 10 комнат, 30 человек, ванны не было. И был один туалет на всех. Вот такова была действительность. А приходя в огромную, красивую квартиру, я просто была счастлива. И мы с Ольгой Гавриловной всегда рисовали. И свои рисунки во мне всегда привозил книги, привозил платья красивые, привозил шоколад. Последний Новый год мы встречали в 1951. Будучи тяжело больным, он до последнего дня работал. И умер он 3 января 1951 года. В своей квартире похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде. И памятник сделан Назарев Казуна. Ольга Гавриловна пережила Иосифа Григорьевича на 27 лет. После его смерти, конечно, положение у него было тяжелое, ей приходилось, во-первых, продавать вещи, затем квартиру уплотнили, ей оставили всего одну комнату, и вот благодаря ходатайству, можно сказать, Бондаренко, мы сдали еще сестра Елена Гавриловна в свои комнаты и переехали в эту квартиру на Кировском проспекте. У вас чистый воздух. И вот эти здания, правда, мы только в центре, как видели, проспект Незалежности, улица Ленина. Мне очень понравился, конечно, театр. Он находится в выигрышном положении. Театр стоит на горе. Сад перед театром разогревал и украшает нашу. Так что не забывайте. Добрый вечер, дамы и господа. Мы очень рады быть у вас в гостях. Поверьте, у вас уже весна, у вас тепло, солнце светит, мы разделись, мы насладимся сапоги. Но в Петербурге, когда мы уезжали, когда грузили эти картины, шел снег, было низкое небо, и мы все были такие подавлены. Мама, естественно, беспокоилась, как мы все это дотащим, упаковка, вещи большие, портрет, Гавриловны. Юбилей был в январе, 18 января, сегодня 12 апреля, день космонавтов, может быть, случайно, может быть, что-то из космоса, да, изливается на ваш чудный город, но, может быть, это и к лучшему. Когда шли переговоры, согласования, юридические, формальности, договоры и так далее, планировали, что мы приедем в январе. 17 января, может быть, конец января. Но мама сказала, что зимой она не поедет, потому что холодно, противно, уезжать, нет, я не поеду. Но формальности все дотянулись благодаря терпению Валентины Владимировны Войцеховской, не вижу ее. Вот мы дотянули до сегодняшнего времени. Это, наверное, к счастью. Лучше поздно, чем никогда. Мы привезли, мы показали. Для мамы это первый визит в ваш город, в вашу столицу. Для меня это 3-й приезд и 3-я выставка. Все дальше время отдаляет нас от тех людей, от тех событий. Кто-то говорит, что это маститы, архитектор, мэтр, архитектура, но в то же время это был живой человек. И здесь в витринах вы можете увидеть книжку «3 октября», это такой мама до сих пор не поняла, по-моему. Книжка 42-го года, написанная Иосифом Григорьевичем Разрушена, здесь она лежит. Это 3 портрета Ольги Гавриловны, портрет художника Локтионова 1939 года, эскиз Бродского, 22 год, и подарок Иосифа Григорьевича на день рождения Ольги Гавриловны. Я его отмечала всегда, вернее, не день рождения, а именины, 24 июля, день святой равнопостной княгини Ольги. Всегда дарили цветы, всегда стояли букеты везде, по всей квартире. И вот мы все это привезли, может быть, получился перебор с Ольгой Гавриловной, но мы должны это видеть. Эти работы висели у нас дома, их видели те, кто приходили, кто приходит сейчас. Широкой публике они были недоступны, их никто не знает. Первая выставка Иосифа Григорьевича была в крепости в 2007 году, в ноябре она открылась под занавес года. Мы дали работы, но, конечно, такой аудитории, которая присутствует сегодня здесь, там было порядка 10 журналистов. Посещаемость выставки была практически нулевая. Эта выставка была неплохая.
Ее готовил ведущий научный сотрудник Музея истории города Владимир Георгиевич Авдеев. Я его за очень хочу поблагодарить, он тоже помогал при всех этих согласованиях. В 2008 пригласил меня коллега Баннова, познакомились. Это был мой первый приезд в Минск, я в него влюбился, и вот сегодня уже в третий раз здесь. И вот эта вот масштабная выставка, посвященная 130-летию, мы старались представить разные аспекты его творчества, не только архитектурные проекты, но какие-то шутки, зарисовки, книги. Ну, было бы грешно, если бы жена такого архитектора взяла в руки карандаш. И вот ее работа, фон 50-го года тоже здесь находится. Подлинный рисунок Ольги Гавриловны. Был еще Моисей, но мы его потеряли. Большой рисунок. Работа Микеланджело, Моисей, но вот куда-то запропастился ремонт и переезд. Вы понимаете, что все это представление куда-то исчезает. Я помню Ольгу Гавриловну, я ее очень хорошо помню. И при подготовке выставки мне говорили, зачем ты туда едешь, зачем ты всем этим занимаешься, это так хлопотно, нужно платить деньги, парковка, билеты и прочее, прочее, прочее. Для меня ответ очень простой. Я это делал не ради Иосифа Григорьевича, я делал это для Ольги Гавриловны. Потому что своих детей у них не было. Но цыганка не сказала, что не будет 3 чужих ребенка. Первым ребенком была моя мама, вторым был Борис, это сын Николая Гавриловича, и третьим, последним, оказался я. С мамой по возрасту они были, в принципе, в таких близких отношениях, как мама и дочь. Я уже стал внуком, но сказать, что я ее внук, это никогда бы никого не повернулось, вообще язык не повернулся. Мы заходили в лифт, были посторонние люди, и говорили: добрый день, мадам Анвар. Обращение было только таким. Мне она рассказывала Иосиф Григорьевич, она очень часто вспоминала, иногда я приходил из школы, она рисовала фотографии, она сказала: это моя